Центр развития творчества детей и юношества города Нерюнгри начал свою работу в далеком 1977 году как городской дом пионеров. Там были организованы танцевальные и кукольные кружки, студии ИЗО и краеведения. Сегодня это современный центр работы с детскими и юношескими организациями школ города с филиалами во всех поселках района. Сейчас в центре идут последние приготовления к старту нового учебного года. Идет активная фаза подготовки, финишная прямая перед 1 сентября, перед новым учебным годом в нашем центре. Педагоги вышли с отпусков, отдохнувшие, наполненные силой и энергией, докручивают и дописывают какие-то нюансы в своих образовательных программах, чтобы нашим детям было в очередной год интересно заниматься и ходить, посещать наш центр. Из нового, конечно же, у нас расширяется техническое творчество на базе кванториума, у нас открываются новые направления, это гончарная мастерская, это различные углубленные программы. Как обычно, мы подготовили программу для поселков наших. Славится наш дом детского творчества в Чульмане и в Серебряном Бору своими лыжными победами. Там ребята очень активно настроены на спорт и на высокие победы, потому что там, не секрет, воспитываются чемпионы республики. Конечно же, расширяется и углубляется спектр образовательных инструментов и программ в гражданско-патриотическом направлении. Сейчас наш военно-патриотическое объединение «Беркут» находится на острове Сахалин. Они там поехали на слет, на форум и на соревнования, заняли первое место, чем мы очень гордимся, и приедут одухотворенные заражать вот этой прекрасной энергией и любовью к родине наших ребят, которые живут в Нерюнгри. Не секрет, что пока мы готовимся к новому учебному году, лето у нас тоже не сидели мы сложа руки. На базе нашего центра реализовывалась программа летнего лагеря «Галактика». 3 отряда, более 75 детей за сезон у нас отдохнули. И, конечно же, наши спортсмены, лыжники, они выезжали в город Алдан на сборы, лыжи, роллерная трасса там хорошая. И ребята готовились к зимнему снежному сезону. Там они тоже провели соревновательные сборы, выиграли соревнования и стали золотыми призерами этих прекрасных межрайонных соревнований. И, конечно же, 1 сентября традиционно наш центр откроет свои двери более чем 3000 детей. Это не только Центр развития творчества в городе Нерюнгри, это поселок Серебряный Бор, Беркакит и Чульман, наши прекрасные филиалы. Мы подготовили огромную сетку мероприятий патриотического, развлекательного, интересно-познавательного и досугового характера. Ребята будут соревноваться, будут принимать участие в различных викторинах. В общем, очень-очень много всего ждет в этом учебном сезоне. Мероприятия районного, республиканского, всероссийского. И я надеюсь, мы повторим успех прошлого года и международного уровня. Центр развития творчества детей и юношества постоянно работает над внедрением современных образовательных технологий, поддержку детских инициатив и проектной деятельности. Проекты центра по совершенствованию дополнительного образования получают самые высокие оценки на конкурсах регионального, республиканского и всероссийского уровнях. С этого учебного года у нас открывается гончарная мастерская. У нас открывается новый экоцентр для детей разного возраста абсолютно. Также мы усиливаем по просьбе родителей, усиливаем техническое направление. В этом году у нас новых 14 программ именно для детей от дошкольников до старшеклассников. На базе кванториума программы все обновленные. Что еще из интересного? У нас с этого учебного года творческие объединения художественной направленности, они перепрофилируются именно в креативные мастерские. То есть в эти программы включается блок по развитию креативных индустрий и компетенций у детей от дошкольников до старшеклассников. То, что касается именно образовательной сферы, уклон делаем, конечно, на социальный заказ и на удовлетворение каких-то дефицитов именно в районе, именно образовательных дефицитов среди детей. Мы работаем так же, как и в прошлом году. Каждый год мы увеличиваем программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть это дети с особыми потребностями, мы на них также реализуем программы. Это дети с миграционной историей, это дети, еще раз повторюсь, с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, у которых
которых есть высокая мотивация именно к профессиональному самоопределению. Почему вот мы сейчас отдел художественного творчества перепрофилировали в отдел развития креативных индустрий. То есть там ведется работа по подготовке к реализации проекта федеральной инновационной площадки. Развитие мелкой моторики, пространственного мышления и воображения, восприятие формы, фактуры и цвета, участие в творческих конкурсах, начальное профессиональное ориентирование и многое другое. Все это ребята смогут найти в творческом объединении Smart Art, которое вновь распахнет свои двери для всех желающих ребят с рядом нововведений. Новый учебный год, 26-й, и мы с ребятами начнем с интересных новых проектов. Мы будем заниматься графическим дизайном, изучением с нуля, будем работать с ЧПУ станками, такими как лазерная, плоттерная резка, и будем растить юных инженеров. В этом году хотелось бы внедрить в нашу образовательную программу новые современные технологии, компьютерную верстку, графический дизайн, изучить. Дело в том, что образовательная программа у нас модульная. Мы отходим от традиционных творческих художественных направлений и включаем в нашу работу компьютерные технологии, графический дизайн, инженерные какие-то проекты. В общем, очень хочется, чтобы что-то из этого получилось. Мы участвуем в творческих конкурсах различных. Новая интересная площадка для соревнований в нашем учреждении – это воркшопы, на которых, несмотря на то, что по возрастному цензу наши дети не проходят, но все-таки мы участвуем, как малыши, как отдельная категория. И дети очень любят и ждут этого мероприятия. В нашем детском объединении у нас 3 образовательных программы, и как раз-таки они основаны, базируются на изучении от простого к сложному. Поэтому, да, это частое явление, и мы всегда ждем наших ребят на новые и новые курсы. В этом году у нас еще открывается одна образовательная программа в нашей студии. Она, конечно, более творческая, художественная, но все-таки есть на нее социальный спрос. В общем, дети хотят... Раньше детское объединение занималось лепкой, в основе своей вот это направление декоративное использовала. И сейчас мы просто переходим к новым инновационным материалам, таким как полимерная глина. То есть эти изделия уже можно будет в быту применять. Они не боятся влаги, не боятся каких-то воздействия окружающей среды. То есть это уже будет что-то для участия в тоже одном из популярных мероприятий нашего района. Это фэшн, и там мы хотим продемонстрировать нашу коллекцию аксессуаров. Вот такой интересный проект. В общем, это постоянный поток творчества какого-то, как нас, педагогов, так и детей. Изучать русский язык и учиться читать весело и легко. Ребята смогут на игровых занятиях во время путешествия в мир букв, звуков и слов в творческом объединении «Тайны русского языка». Для детей, кому русский язык не родной, предусмотрены эффективные методики изучения великого и могучего. Наше объединение называется «Тайны русского языка», в которое входит 2 программы. Одна программа для мигрантов, другая программа для деток русскоязычных «Русский язык без ошибок». Программа «Русский язык без ошибок» включает в себя осмысленное чтение, различные нейропсихологические упражнения для облегчения школьной программы для детей. Тайны русского языка подразумевают адаптацию деток с миграционной историей у нас, да, в Российской Федерации. Так же, как и сейчас появилось новое постановление по приему детей в общеобразовательную школу, необходимо пройти тестирование. Да? Мы не конкретно этим занимаемся, но какие-то вопросы мы с детьми разбираем и стараемся, конечно, им помочь для поступления в общеобразовательную школу. У нас уроки построены в игровом формате, да? Беседы, диалоги, монологи, разговорная речь, соревновательные моменты. В прошлом году мы, например, ездили с ребенком с объединением «Тайны русского языка», участвовали в муниципальном этапе «Шаг в будущее». 1 место взяли с рекомендацией на Якутск, где мы тоже взяли удачно 1 место в Якутске, уже на республиканском, с рекомендацией на Москву, где участвовали во всероссийском конкурсе «Наука, творчество, духовность», 2 место. Вот. И мы надеемся дальше развивать научно-практическую деятельность с детьми, исследовательскую. Индивидуальная работа с детьми есть. Дети на индивидуально-образовательных маршрутах, с которыми мы хотим дальше куда-то
продвигаться в дальнейшем. Большая работа ведется в центре с детскими и юношескими общественными организациями и объединениями. Занятия в этом направлении позволяют ребятам развивать и реализовывать свои лидерские качества, работу в команде, навыки логики, нестандартного мышления и творческий потенциал. В этом году мы продолжаем все наши прошлогодние мероприятия уже в обновленном и отформатированном варианте. Также мы, как и было, будем проводить наши муниципальные мероприятия, как «Большая перемена», проектный шанс и «Школа актива», где будут участвовать все общеобразовательные учреждения нашего района. Дети, которые к нам приходят, в первую очередь вовлекаются в активную жизненную позицию, обучаются азам волонтерства, и где мы выходим, тоже выступаем на все муниципальные мероприятия. Также дети у нас учатся лидерству и качеству управления своим временем и, скажем так, профориентационная работа у нас проводится. Центр развития творчества детей и юношества города Нерюнгри стал настоящим местом притяжения для увлеченных и творческих детей и подростков, которые с удовольствием посещают всевозможные кружки и студии. Среди них детский театр моды «Подиум». В этом году вообще у нас обновление, скажем так, детского театра моды «Подиум». Много выпускников. В этом году у меня есть девочка, которая поступила по данному направлению, ну и, соответственно, будет обучаться. От нее жду, ну, скажем так, больших результатов и надеюсь, что она прошла свое обучение не зря. Что в этом году мы ждем, то есть какой-то новый проект. В любом случае, это участие в нашем фэшне, подготовка будет, да, глобальная к нему, как всегда, ежегодно. Ну и будем, как всегда, готовиться на какие-то международные всероссийские показы. Интерес всегда есть, несмотря на то, что направления данного нет у нас в городе, да, но в любом случае дети идут с большим интересом. Есть дети, которые уже более старшего возраста, они целенаправленно идут для того, чтобы поступить дальше, да, для обучения, а есть те, которые, ну, просто ходят, как, скажем так, хобби. Новинки, у нас ежегодно, в любом случае, у меня, во всяком случае, обновляются образовательные программы, что-то добавляется, да, потому что я смотрю, это связано с интересом детей. Каждый год интересы у них разные, поэтому в этом году мы хотим возобновить детский журнал моды и конкретно уже над ним работать, потому что коллекций у нас очень много по разным различным направлениям, и вот мы хотим это все скооперировать. С уверенностью можно сказать, что Центр развития творчества детей и юношества города Нерюнгри стал настоящим содружеством детей и взрослых. Ведь сегодня Центр – это кузница достижений юного поколения, коллектив профессионалов и уникальный образовательный комплекс.